А Рахмону придется за это ответить. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, почему таджики взорвали весь интернет. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. В социальных сетях бурно обсуждается в основном одна тема. Речь идет о подорожании продуктов питания за последние 2 недели. Они были одними из самых горячо обсуждаемых у пользователей различных сайтов. Они пишут достаточно разное. Макароны стоят 13 самани, рис 20 самани за килограмм. Это очень дорого. Мы не покупаем говядину или баранину раз в месяц. Можем себе позволить курицу и рыбу. Раньше 5-литровая бутыль масла стоила 80 самани, а сейчас 120 самани, рассказала жительница Душанбе. Другой пользователь сайта написал, что правительство удивляется, почему люди такие нервные. Разве это жизнь, друзья? Каждый день простого народа проходит с трудом, а хорошая жизнь, она только у правителей. И это разве жизнь? Со своей зарплатой я еле-еле свожу концы с концами, чтобы мои дети не умерли от голода. Тьфу на такую жизнь. О, Господи, услышь наши мольбы, пишет пользователь. Другой в своем комментарии также написал, что удручен ростом цен. Особенно тяжелая доля тех, у кого нет собственного жилья. У нас нет крыши над головой, мы снимаем жилье и платим 1500 самани в месяц. У нас по 3-4 детей, работы нет, с трудом проживаем каждый день, написал он. Впрочем, другая женщина пошутила, что дороговизна продуктов полезна для здоровья. Пенсия 125 самани. Хлеба не едим 4 месяца, потом покупаем мешок муки. Мы не готовим на масле 2 месяца. В общем, покупаем раз в полгода мешок муки и немного масла, а до этого пьем кипяченую воду, потому что это полезно. Наши жировые отложения растают так за полгода. Как вы относитесь к таким комментариям и даже шуткам? Ведь хорошо, что даже в таких критических ситуациях люди могут шутить. Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии по поводу всего происходящего. Многие пользователи критикуют чиновников и правительство за то, что они не могут помочь простому народу и хотя бы немного снизить цены на продукты. Сытые отрастили себе животы и выкладывают в интернет селфи. Каждый из них купил свои высокие должности, и никто не замечает высоких цен на рынке. 93-летняя женщина просит милостыню. Но кому это расскажешь? Тахмина Файзиёева, еще один пользователь, также жалуется на то, что чиновники, по ее мнению, не проникаются болью простого народа и не интересуются, как они живут. Клянусь богом, что чиновники в Таджикистане даже не интересуются ценами, положением нуждающихся бедных иммигрантов, пишет она. Между тем, некоторые пользователи в своих комментариях предлагают способы решения проблемы или пути облегчения жизни людей. И по их словам, единственный способ – это развивать экономику Таджикистана. Пользователь написал: прогресс Таджикистана зависит от его экономического развития. Прогресс связан с производством. Предприниматели не заинтересованы в увеличении выпуска продукции из-за налоговой нагрузки и расходов на электроэнергию и воду. Единственный, простой и безопасный способ, который выбрали они, это покупать и продавать иностранную продукцию, что превратило наших предпринимателей в внешнеэкономических партнеров. Проблема в правительстве, которое имеет низкий уровень экономических знаний. Еще один пользователь написал: к сожалению, все это очень печально. Именно по этим причинам мы не возвращаемся на родину. Комментарий был на английском. Зарплаты не хватает на то, чтобы прокормить свою семью. Если страна не реформирует экономику, в конце концов ее ждет жалкий удел. У нас есть все природные ресурсы, необходимые для производства экспортных товаров. Единственный способ улучшить благосостояние населения – это ускорить индустриализацию. Таджикистан не разбогатеет на бесчисленных юристах, которых ежегодно выпускают наши вузы, а будем страдать все больше и больше в будущем. А у вас есть мнение по этому поводу? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!